Здравствуйте! Сегодня у нас 12-й урок геометрии в 9 классе. Тема сегодняшнего урока – решение задач как обобщение курса планиметрии. Это последний урок в курсе геометрии 9 класса. Цели и задачи сегодняшнего урока – повторить решение геометрических задач координатным методом, повторить некоторые теоремы для решения треугольника, повторить формулу для нахождения длины окружности и площади круга, а также мы с вами должны еще раз повторить, как решаются геометрические задачи векторным методом. Для сегодняшнего урока мы будем разбирать одну единственную задачу, зато того, что нам нужно найти, достаточно много. Итак, текст задачи. Медиана, проведенная к основанию равнобедренного треугольника ABC, равна 160 см, а основание АБ треугольника равно 80 см. Нужно найти длину медианы к боковой стороне, координаты и длину вектора AC, уравнение прямой, содержащей медиану, проведенную к одной из боковых сторон, косинус угла С, найти и записать уравнение окружности с центром в точке О и проходящей через точки А и Б. Также узнать, проходит ли данная окружность через точку С, найти длину этой окружности и площадь круга ею ограниченного. Найти площадь правильного треугольника, вписанного в данную окружность, и найти скалярное произведение векторов ОБ и КС. Давайте же приступим к решению данной задачи. Запишите, пожалуйста, дано. Дан треугольник ABC. Он равнобедренный и боковые его стороны АС и БС. СО – это медиана к основанию, а БК – это медиана к боковой стороне. Длина отрезка АБ равна 40 см. Длина отрезка СО равна 160 см. Решение. Давайте с вами сначала решим первую задачу, то есть найдем длину отрезка БК. Для этого нам нужно ввести прямоугольную систему координат. Посмотрите, начало координат находится в точке О. Это нам поможет найти координаты каждой вершины треугольника. Если длина отрезка АБ у нас равна 80, то точка О делит ее пополам, и, соответственно, координаты точки А у нас будут минус 40, 0, а координаты точки Б 40, 0. Координаты точки С будут соответствовать длине отрезка СО и будут равны 0, 160. Чем это нам может помочь? Благодаря координатному методу мы можем найти координаты точки К как середины отрезка АС. Если вы вспомните, то координаты середины отрезка находятся как полусумма соответствующих координат концов отрезка. То есть х1 будет равен полусумме координат х точки А и С, или числу минус 20. y1 будет равен полусумме 0 и 160, или числу 80. Таким образом, мы с вами нашли координаты точки К. Они равны минус 20, 80. Чем это нам может помочь для нахождения длины отрезка БК? Мы с вами можем воспользоваться формулой, которая позволяет измерить расстояние между двумя точками. Она выглядит следующим образом для данного треугольника. Длина отрезка КБ равна квадратному корню из суммы квадратов разностей координат х и координат y концов отрезка. Так как благодаря введенной координатной плоскости мы знаем координаты концов отрезка КБ, мы подставим их в данную формулу и вычислим длину. КБ равен корню квадратному из 10 тысяч
или числу 100. Длина медианы БК, проведенной к боковой стороне, равна 100. Второй пункт нашего решения – это нахождение координат и длины вектора АС. Для начала давайте проведем данный вектор и вспомним, как же найти координаты вектора. Координаты вектора равны разностям соответствующих координат его конца и начала. Чтобы найти первую координату вектора АС, мы должны найти разность координат x, точки С и А вторая координата вектора равна разности координат y, точек С и А. Подставим данные из нашей задачи и получаем координаты вектора, которые равны 40 и 160. Они нам понадобятся для того, чтобы найти длину вектора АС. Используем для нахождения длины вектора также формулу, которая позволяет найти расстояние между двумя точками. Длина вектора АС равна корню квадратному из 27 200 или 40 корней из 17 сантиметров. Третий пункт нашей задачи – это найти и записать уравнение прямой, содержащей медиану, проведенную к одной из боковых сторон треугольника АБС. Давайте с вами проведем данную прямую через точки B и К. Как же записать уравнение данной прямой? Давайте с вами вспомним общий вид уравнения прямой. АХ плюс БY плюс С равно нулю. Так как мы знаем, что точно точки B и К лежат на данной прямой, значит их координаты будут соответствовать данному уравнению, и мы можем их использовать в качестве начальных данных. Для начала подставим координаты точки B в общее уравнение прямой. А умножить на 40 плюс b умножить на 0 плюс c равно нулю. Также мы подставим координаты точки К в это уравнение. И также мы будем знать, что мы должны в итоге получить верное равенство. Так как коэффициенты А, Б и С в обоих равенствах являются одними и теми же числами, то мы можем получить систему двух уравнений, и, решив ее, мы найдем общее уравнение прямой. Из первого уравнения выразим коэффициент А через С. Он равен минус С, деленное на 20. Если мы подставим данное значение во второе уравнение и выразим теперь уже коэффициент b через коэффициент c, мы получим коэффициент b равный минус 3/160 c. Теперь мы можем подставить значения данных коэффициентов в общее уравнение прямой. Так, вместо коэффициента а мы подставляем минус 3/20 х. Вместо коэффициента b мы подставляем минус 3/160 c y и плюс c равно нулю. Если произвести некоторые преобразования и потом разделить все уравнение на c, так как c у нас не равно нулю, то мы получим следующее уравнение. Минус 8х минус 3y плюс 160 равно нулю. Это и будет уравнение прямой БК. Мы ответили на третий вопрос нашей задачи. Четвертый вопрос. Найдем косинус угла С в треугольнике АБС. Что мы можем знать из предыдущих пунктов решения? То, что длина отрезка АС и БС у нас равна 40 корней из 17 сантиметров, а длина отрезка АБ равна 80 по условию задачи. Чтобы найти косинус угла С, мы воспользуемся теоремой косинусов. В общем виде она выглядит так. Длина
квадрат длины одной стороны равен сумме квадратов двух других сторон треугольника за вычетом их удвоенного произведения на косинус угла между ними. Если из данного равенства превратить равенство относительно нашего треугольника для искомого косинуса угла С, то мы получаем следующее. Квадрат длины стороны АБ равен сумме квадратов длин сторон АС и БС минус 2 умноженное на АС и на БС и на косинус угла С. Выразим из данного равенства косинус угла С. Он будет равен отношению суммы АС в квадрате БС в квадрате за вычетом АБ в квадрате на удвоенное произведение длин сторон АС и БС. Все длины отрезков нам известны, мы можем их подставить в наше равенство. Получаем следующее выражение. Да, конечно, оно выглядит громоздко, но все это легко вычисляется, и получаем приблизительное значение косинуса угла С равное 0,8824 десятитысячных. Если вы захотите найти величину угла С, вы можете воспользоваться либо таблицами Брадиса, либо специальными микрокалькуляторами, которые позволяют это сделать, и достаточно точно найти величину угла. Пятый пункт нашей задачи. Найти уравнение окружности с центром в точке О и проходящей через точки А и Б. Давайте для начала изобразим данную окружность. Посмотрите, так как точки А, О и Б даже по условию задания лежат на одной прямой, то мы можем использовать это для того, чтобы обозначить АБ как диаметр нашей окружности. Перед вами на экране запись общего вида уравнения окружности. Х минус х нулевое в квадрате прибавить y минус y нулевое в квадрате равно r в квадрате. Если вы вспомните, то x нулевое и y нулевое – это координаты центра окружности, а r – это радиус окружности. По условию у нас центр окружности лежит в точке О, и на введенной нами координатной плоскости точка О имеет координаты 0, 0. Так как АБ – это диаметр, то найти величину радиуса достаточно просто. Он равен расстоянию от 0 до либо точки А, либо точки Б и равен 40 сантиметрам. Можем подставить данные величины в наше равенство. Х минус 0 в квадрате прибавить y минус 0 в квадрате равно 40 в квадрате. Если мы с вами произведем упрощение внутри скобок, то наше уравнение окружности будет выглядеть следующим образом. Х в квадрате прибавить y в квадрате равно 1600. Это и есть уравнение окружности с центром в точке О и проходящей через точки А и Б. Шестой пункт нашего условия. Нам нужно узнать, проходит ли данная окружность через точку С. Конечно, можно воспользоваться рисунком. Очевидно, что точка С не находится на окружности, но давайте помнить, что не всегда рисунки точные. Есть для ответа на данный вопрос и более точный способ решения. Для этого мы должны подставить координаты точки С в наше уравнение окружности. И если в итоге мы получим верное равенство, тогда мы можем сказать, да, точка С лежит на окружности. Но посмотрите, мы получаем неверное равенство. 25600 не равно 1600. Значит, точка С не лежит на окружности, ну или окружность не проходит через точку С. Давайте же с вами выясним, а правильно ли сделан у нас чертеж. Правда ли, что точка С лежит вне окружности? Как это выяснить? Мы должны
сравнить расстояние от центра окружности до точки С. И если оно будет больше радиуса, а мы знаем, что длина отрезка ОС 160 сантиметров, это больше, чем радиус окружности, больше, чем 40 сантиметров, соответственно, точка С лежит вне окружности. В этом пункте мы с вами повторили уравнение окружности, как можно проверить, лежит ли точка на окружности, и как узнать местоположение точки относительно окружности. Если бы расстояние до точки С было бы меньше радиуса, мы бы с вами сказали, что точка С лежит внутри окружности. Итак, 7-й пункт нашего условия – найти длину этой окружности и площадь круга ею ограниченного. Давайте с вами вспомним, чтобы найти длину окружности и площадь круга, нам достаточно знать радиус данной окружности. Радиус нам известен, он равен 40 сантиметрам, поэтому найти нужные нам величины не составит большого труда. Сначала давайте найдем длину окружности. Она находится по формуле 2πr. Число π, мы знаем, имеет приближенное значение десятичную дробь 3,14. Подставим вместо радиуса число 40. Получаем c равно 80π. Если мы используем приближенное значение числа π, то приближенное значение длины окружности будет 251,2 сантиметра. Также мы можем найти площадь круга. Используем для этого формулу S равно πr в квадрате, где S это площадь круга, ограниченного окружностью, а r это радиус данной окружности. Подставляем вместо радиуса число 40, получаем значение площади равное 1600π, и опять, если мы используем приближенное значение π 3,14, то мы получаем приближенное значение площади круга, ограниченного окружностью, которое равно 5024 квадратных сантиметра. Так легко и быстро мы ответили на 7-й пункт нашего задания. 8-й пункт задания – найти площадь правильного треугольника, вписанного в данную окружность. Радиус окружности, как вы помните, 40 сантиметров. Только теперь мы уже его записали как r большое, потому что мы в эту окружность будем вписывать треугольник, и для данного треугольника это будет описанная вокруг него окружность. Если вы вспомните тему о правильных многоугольниках, то площадь правильного многоугольника равна половине произведения периметра данного многоугольника на радиус вписанной окружности. Соответственно, нам нужно найти длину стороны правильного треугольника и радиус вписанной в него окружности. Длина стороны находится по формуле 2r большое умноженное на синус 180 градусов, деленное на n, где n – это количество углов многоугольника. В нашем случае это число 3. Радиус вписанной окружности находится как произведение радиуса описанной окружности на косинус отношения 180 градусов к количеству углов треугольника. Получаем соотношение, что радиус, вписанный в данный треугольник окружности, равен половине радиуса описанной окружности, или 20 сантиметрам. Длина стороны треугольника равна 40 корней из 3 сантиметра. Синус и косинус 60 градусов мы используем как табличное значение. Значит, площадь данного треугольника можно будет легко вычислить, и она будет равна 2400 корней из 3 квадратных сантиметров. Последний пункт нашего задания – это найти скалярное произведение векторов ОБ и КС. Используем для решения данного вопроса
формулу, которая позволяет найти скалярное произведение как сумму произведений соответствующих координат этих векторов. Найдем координаты вектора ОБ. Они равны разностям соответствующих координат конца вектора и начала, или 40, 0. Если мы также найдем координаты вектора КС, то получим числа 20 и 80. Подставим данные значения в формулу нахождения скалярного произведения векторов. Получим сумму произведений 40 и 20 и 0 и 80. Здесь несложно посчитать, что скалярное произведение будет равно 800. Таким образом, мы ответили на все поставленные вопросы в одной задаче. Теперь можем подвести итоги урока. Мы с вами порешали геометрические задачи методом координат. Также мы с вами сегодня повторили некоторые теоремы для решения треугольника. Повторили формулы для нахождения длины окружности и площади круга. И также повторили, как решаются некоторые геометрические задачи векторным методом. На сегодня наш урок окончен. Спасибо за внимание.